Оценить благоустроенные территории в рамках нацпроекта комфортной городской среды с рабочим визитом приехали члены Федерального штаба Общероссийского народного фронта и представители Минстроя страны. Они здесь уже второй день, успели проехаться по нескольким муниципальным образованиям республики. Сегодня на очереди Назрань. Дана Плиева об этом расскажет. Проект «Комфортная городская среда» реализуется в регионе с 2017 года. За эти 5 лет в республике благоустроено больше сотни дворовых и общественных территорий. Оценить проделанную работу приехали сотрудники Федерального штаба Общероссийского народного фронта и представители Минстроя России. Во-первых, мы мониторим ситуацию реализации нацпроектов, как вкладываются государственные деньги, как содержатся территории, которые вообще, как города, населенные пункты, даже маленькая деревня, как содержатся дороги, в каком состоянии транспорт, как вывозится и работает оператор ТКО, вывозит или не вывозит мусор. Проверяющие уже побывали в нескольких муниципальных образованиях региона, осмотрели Магаз, Сумжу, Карбулак. Сегодня на очереди Малгобек и Назрань. За все годы реализации проекта в Назране благоустроено 27 объектов. Один из первых – Аллея Победы. Светлана Калинина отметила чистоту и ухоженность парка. Порекомендовала высадить здесь цветы. Тюльпаны, нарциссы, который раз клумбу сделал, как Казахстан. Вот там, посмотрите, он весь в цветах. Там растут дикие тюльпаны, они берут их рассаживают. Там не надо даже никаких заморочек. Здесь тоже какие-то можно высаживать в летний период, а какие-то уже, когда они зацветают. Кроме недочетов выявились и плюсы. Проверяющие отметили благоустройство Назрановского пруда. В 2020-м один из крупнейших водоемов региона полностью очистили от мусора и илистого грунта. Стоячая вода это всегда, по крайней мере, на лодочках покататься можно? Это да. Рыбку ловить можно же там? Если Рыбаки у нас тут день рыбака у нас. А территорию рядом с прудом в рамках комфортной городской среды облагородили еще в прошлом году. Появились урны, качели, скамейки. Неработающий фонтан местные власти планируют в скором времени отремонтировать. Здесь же в парке установят торговые точки. Детям попить кофе чашку зимой, чтобы согреться, обязательно должно быть какое-то кафе. Технический эксперт проверила детские, игровые и спортивные площадки региона. Они должны быть качественно оборудованы. В противном случае ребенок может покалечиться. Детский травматизм на таких игровых комплексах – это падение прежде всего с высоты на необорудованное ударопоглощающим покрытием поверхность. Дети до 5 лет падают всегда вниз головой. То есть это травмы черепно-мозговые и переломы основания черепа вплоть до летального исхода. Это компрессионные переломы позвоночников и переломы конечностей. Но переломы конечностей не всегда у нас бывают такими сложными, то есть это легкие и средние тяжести, а все, что связано с позвоночником и с черепно-мозговыми травмами, это тяжкий вред здоровью, ну, либо последующая смерть ребенка. Также особое внимание уделяется отсутствию на детских площадках качели на жестком подвесе, то есть тогда, когда для элемента подвеса используют трубу, а по нашим действующим стандартам, а это технический регламент на сегодняшний день, должен быть гибкий подвес. Это канат, либо цепь обязательно. Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны – вот цель нацпроекта «Жилье и городская среда». Такая проверка в регионе проводится впервые и очень значима для республики. Более того, на следующий год республика уже выбраны объекты по благоустройству. Люди проголосовали за дизайн объектов, которые им нравятся. То есть осталось у нас 22 объекта на 2023 год. Выставлены сегодня всеми 9 муниципалитетами дизайны этих объектов, 44 объекта. Из этих 44 объектов мы выбрали 22, которые нам нравятся. В 2023 году все эти объекты, которые прошли голосование, будут благоустроены. Итоги проверки также подведут на совещании в правительстве. Ну а гости уверяют, такого рода надзорные мероприятия здесь будут проводить регулярно. Дана Плиева, Марк Газдиев, Новости 24.